Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Международный форум Гамзатов и Абхазия от национального к общечеловеческому состоялся в среду в Абхазском государственном университете. Вся Абхазия в одном приложении. Завершился 4-й международный туристический форум «Визит Апсны». Не согласившись с доводами адвоката, суд снова отклонил ходатайство о дополнительной экспертизе для Беслана Бганба. Начнем с официальной информации. Вице-президент Бадра Гунба накануне принял абазинского общественного деятеля Умара Кончева, депутата Думы Черкесска Карабека Тлябичева, сообщает пресс-служба президента Республики Абхазия. Гости поблагодарили вице-президента за встречу. Они отметили, что всегда открыты для сотрудничества с Абхазией, готовы оказывать посильную помощь братскому абхазскому народу. Абхазия сегодня – это независимое и самодостаточное государство, которое, безусловно, не нуждается в помощи. Однако мы хотели бы привнести в развитие республики и в поддержание порядка в ней свое маленькое зернышко, свой вклад, сказал Карабек Тлябичев. Бадра Гунба поблагодарил гостей за визит и за то, что они всегда стараются быть полезными для страны. Абхазия – это ваша родина, о которой вы не забываете и которой всегда в меру сил готовы помочь. Многие абазины – выходцы из абхазского села Псху, они связаны с нами прямым кровным родством, отметил вице-президент. Спикер Народного собрания парламента Лаш Ашуба провел встречу с председателем контрольной палаты Каху Пиртая. Лаш Ашуба отметил, что с момента утверждения Кахи Пиртая в качестве председателя контрольной палаты прошло 6 месяцев, и встреча организована, чтобы ознакомиться с промежуточными результатами деятельности, услышать ответы на интересующий депутатский корпус вопросы. Председатель контрольной палаты проинформировал, что в соответствии с Конституцией, законом о контрольной палате и в соответствии с планом работы контрольной палаты на 2023 год намечено проведение 18 контрольных мероприятий. Также еще есть переходящие контрольные мероприятия с 2022 года, которые включают 5 проверок и касаются Министерства экономики и входящих в него организаций: Республиканского унитарного предприятия «Абхазская государственная топливная компания», Рицинского реликтового национального парка, администрации Ткварчалского района и города Сухум. Часть материалов по переходящим проверкам были направлены в Генеральную прокуратуру, но пока мы не получили никаких результатов о проделанной работе и о принятом решении, подчеркнул Пиртая. В Минэкономразвития России состоялось заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран. Сопредседателями рабочей группы являются замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвич и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Узган. Нынешний год заключительный в реализации мероприятий по гармонизации законодательств наших стран, отметил замминистра. Профильные ведомства продолжают вести активную, скоординированную работу по реализации пунктов программы. Значительная часть мероприятий уже реализована. Многие из них находятся в завершающей стадии готовности. Привлечение инвестиций, безбарьерная торговля и защита прав инвесторов – залог процветания и стабильного роста экономики России и Абхазии, отметил Вольвич. Вопросы обороны и обеспечения безопасности Абхазии обсудили в парламентском комитете. В заседании, которое вел председатель комитета Тимур Шергелия, участвовали спикер парламента Лаш Ашуба, депутаты, министр обороны Владимир Ано, его заместитель Надар Авицба, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Рауль Лоло. Как сообщает пресс-служба парламента, на заседании был проведен анализ состояния текущей работы в сфере обороны и обеспечения безопасности государства, исходя из ситуации, складывающейся в мире и на Кавказе. На заседании Комитета Народного собрания парламента по обороне и национальной безопасности министр обороны Владимир Ано вручил юбилейные медали «30 лет Победы в Отечественной войне народа Абхазии» депутатам Народного собрания парламента 7-го созыва и работникам аппарата парламента Республики Абхазия, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. В честь празднования 30-летия Дня Победы и независимости медалями были награждены депутаты
Кангварче, Галуст Трапезанян, Адгур Харази, Беслан Халваш, Вахтанг Галанзе, Резу Зантари, Леонид Лакирбай, Демур Гоги, Надежда Ашуба, Ирма Цулуки, Георгий Ломия, Мизан Ломия. При военных комиссариатах работают консультативные пункты. Как сообщает Министерство обороны, основными направлениями работы консультационных пунктов являются разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе, незамедлительное реагирование на установленные факты нарушений законодательства для их устранения и недопущения впредь, получение, обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотребление должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий с последующей организацией проверок по установленным фактам. Самолеты МиГ-31 воздушно-космических сил России начинают на постоянной основе патрулировать пространство над Черным морем. Самолеты оборудованы системой «Кинжал», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае. Глава государства напомнил, что «Кинжал» имеют дальность свыше 1000 километров со скоростью 9 махов. Международный форум Гамзатов и Абхазия от национального к общечеловеческому состоялся в среду в Абхазском государственном университете. Мероприятие посвящено столетию со дня рождения аварского поэта и прозаика Расула Гамзатова. Делегация из Дагестана принимает участие в форуме Гамзатов и Абхазия от национального к общечеловеческому, который прибыла накануне во главе с первым заместителем министра по национальной политике и делам религии Арсеном Махмудовым. Гостей встречал министр культуры Даур Кова и ректор Абхазского государственного университета Алик Огварамия. После возложения цветов к памятнику студентам и сотрудникам университета, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, ректор принял дагестанских гостей у себя в кабинете. По завершению встречи в актовом зале АГУ состоялось открытие международного форума Гамзатов и Абхазия от национального к общечеловеческому. Что касается личности Расула Гамзатовича, я имел счастье на одном очень крупном мероприятии слушать его и одного из его переводчиков Якова Козловского. Они шутили вместе. Он так по-доброму шутил и даже говорил такие слова: «Ребята, я говорю с акцентом, но я говорю грамотно». Все начинают хлопать. Юмор, глубокие мысли у такого небольшого человека, ну, правильно говорят, мал золотник да дорог. Да. И вот сегодня мы вспоминаем, и это будет сказано в докладе, что Расул Гамзатов посещал Абхазию. Наши поэты, писатели посещали Дагестан. У нас очень хорошие связи с братскими республиками всегда были и сегодня продолжают очень интенсивно развиваться. Мы уже второй день на абхазской земле, и нам очень приятно, как нас встречают, как относятся к Расулу Гамзатову. Вы знаете, вот обмениваясь мнениями, знакомясь друг с другом, абхазские друзья сказали о том, что вот в течение новой истории Абхазии не было такого формата посещения делегации. Это впервые, это накладывает определенный смысл, определенная ответственность большая на каждого из нас. Поэтому мы благодарны за организацию такого мероприятия и надеемся, что наш визит послужит такой большой, насыщенной жизнью в будущем.
Полную версию открытия форума смотрите после выпуска новостей. Кроме того, 18 октября в Национальной библиотеке Абхазии состоялись мероприятия к столетию Расула Гамзатова. Они включали в себя выставку о творчестве Расула Гамзатова, песни на стихи Гамзатова, доклады о творчестве поэта и писателя. Наша телекомпания с 17 и по 24 октября реализует проект «Дни аварского поэта Расула Гамзатова» в эфире Абаза ТВ. В течение этих эфирных дней время будет показаны документальные фильмы о Расуле Гамзатове, концертные программы на стихи аварского поэта, передачи с участием писателя и его друзей, торжественные вечера, посвященные юбилею великого писателя. Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникаций «Мир. Мост. Абхазия». В нашем вечернем эфире смотрите передачу «Наш Расул» к столетию Расула Гамзатова. Суд снова отклонил ходатайство о дополнительной экспертизе для Беслана Бганба. Защита считает, что проведенная в рамках следствия экспертиза в отношении повреждений на теле подсудимого Бганба является неполной и не отвечает на ряд вопросов. Суд в очередной раз не согласился с доводами адвоката Автандила Чкаду и отказал в удовлетворении ходатайства. Подробнее Надежда Боровикова. Стороной защиты неоднократно были заявлены ходатайства о назначении дополнительной комплексной медико-криминалистической экспертизы в отношении подсудимого Беслана Бганба. По версии следствия, он получил ранение в бедро в ходе перестрелки 22 ноября 2019 года. Каждый раз коллегия судей отказывала адвокатам в удовлетворении ходатайства. В июле 2023 года адвокат Автандил Чкаду представлял суду заключение независимого эксперта, к которому сторона защиты обратилась по собственной инициативе. В нем эксперт приходит к выводу, что установить, является ли повреждение огнестрельным, не представляется возможным. Документ был приобщен к материалам дела, и адвокаты вновь ходатайствуют о назначении судом дополнительной экспертизы. На основании статьи 207 УПК РА защита убедительно просит суд назначить дополнительную судебно-медико-криминалистическую экспертизу, так как на основании статьи 307 пункт 2 УПК РА суд окажется в затруднительном положении обосновать, по каким выводам и мотивам суд будет отвергать два противоречащих друг другу заключения экспертов. На основании изложенного руководства статьями 29, 53, 207 УПК прошу поручить компетентным органам Российской Федерации провести следующие процессуальные мероприятия. Первое. Назначить и провести судебно-медико-криминалистическую экспертизу, производство которой поручить судебный Центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенное по адресу город Москва, Россия, улица Поликарпова, дом 12/13. Гособвинение выступило против удовлетворения ходатайства. На прошлом заседании я перечислял буквально на пару листов тех процессуальных ошибок, которые были допущены этим экспертом, который делал ссылки на законодательство Российской Федерации, не действующее на территории Республики Абхазия. Суд неоднократно давал оценку имеющейся экспертизе. Плохая она, хорошая или нет, решать вам в совещательной комнате. Вам дополнительно для того, чтобы дать оценку, было проведено по инициативе защиты, было проведено свидетельствование лица на сегодняшний момент вам известно, какие у него повреждения, что они имеются. Меня очень интересует, каким образом процессуально вообще возможно назначение экспертизы судом на территории Российской Федерации. Между судами не заключены соответствующие договоры о назначении данного вида экспертиз, о этапировании Бганба в Москву, я вообще это что-то в области фантастики, что мы можем передать подсудимого для исследования в Москву, каким образом это вообще будет выглядеть и в первую очередь, насколько это лет затянется этот процесс. Адвокат потерпевших Инга Габилая также выступила против, сославшись на результаты освидетельствования Беслана Бганба, проведенные врачом в ходе предыдущего заседания. Согласно этого акта о
врач описывает 3 повреждения, одно повреждение абсолютно различно от 2 других. Так, в части, например, размеров, первое повреждение, оно имеет приблизительно размеры 1,3 на 1 сантиметр, а второе и третье это 2 сантиметра на 2,5 сантиметра и 3 сантиметра на 1,8 сантиметра. Абсолютно другие. Более того, у нас вопрос стороны защиты о том, что вот это первое повреждение, которое описано, которое подпадает под рубец группы Г, в заключении Бобо указано, он сообщил о том, что оно глубже, глубиной больше, чем другие раны. Соответственно, говорить о том, что они идентичны, это абсолютно неправильно, это противоречит тому акту, который составил врач Гургуля. В порядке реплики адвокат Автандил Чкадуа ответил на аргументы стороны обвинения. Я здесь четко указал. Естественно, российский эксперт, коль мы ему доверили, он руководствуется теми законами и теми нормативными актами, что имеется в России. Об этом спорить, наверное, не знаю, по крайней мере, некорректно. Я здесь указал, что он и также руководствовался о государственной судебной экспертной деятельности в Республике Абхазия. А другого у нас больше нету. Чем он должен руководствоваться? Это одно. Так. Я же, по-моему, когда зачитывал, сказал, разница с разными размерами, а все остальное идентично. Вот речь о чем шла. Ну, здесь как-то, не знаю, это правовая шелуха, наверное, то, что коллега сейчас говорила, что там прямо четко написано. Все характеристики, цвет, все идентично. И, наконец, третье. Ваша честь, моего подзащитного обвиняют, что его ранили с пистолета, который не приобщено к материалам уголовного дела. Обнаруженные гильзы, выстреленные с этого пистолета. Может мне сторона об этом сказать? Суд удалился в совещательную комнату и спустя 2 часа вынес решение ходатайство оставить без удовлетворения. Как следует из материалов судебного следствия, суд в своих определениях от 2 мая 2023 года и 27 июня 2023 года, разрешая вопросы о признании недопустимым доказательством заключения экспертизы за номером 63 от 14 мая 2020 года и назначение повторной комплексной судебно-медико-криминалистической экспертизы в отношении подсудимого Бганба, указал, что оценка выводом экспертизы о возможных причинах и механизме образования телесных повреждений, имеющихся на теле подсудимого Бганба, и оценка данному доказательству на его соответствие требованиям глав 10 и 11 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, доказательствах и доказывании по уголовному делу на предмет ее допустимости, достоверности и достаточности будет дана судом при принятии итогового решения. Судебная коллегия ранее в своих решениях уже отмечала, что в ходе судебного следствия заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Бганба было исследовано в полном объеме, и все вопросы и сомнения по заключению были устранены в ходе допросов экспертов, проводивших экспертные исследования. Судебная коллегия не усматривает необходимости для удовлетворения заявленного защитой ходатайства о назначении повторной либо дополнительной судебной медико-криминалистической экспертизы в отношении подсудимого Бганба. Все адвокаты подсудимых, кроме Марины Таня, таким образом закончили представление доказательств невиновности своих подзащитных. Адвокат Марина Таня сообщила, что к следующему заседанию представит на рассмотрение суда несколько ходатайств. Заседание назначено на 24 октября. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. Действующим сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии вручены медали «30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии». Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. Действующим сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии вручены медали «30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии». В соответствии с приказом министра обороны Республики Абхазия во знаменование празднования 30-й годовщины Победы в городах и районах республики состоялось награждение действующих сотрудников органов внутренних дел, участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. Медали ветеранам вручил заместитель министра внутренних дел генерал-майор Руслан Ажиба.
Этот день — повод еще раз с благодарностью вспомнить о людях, самоотверженно и храбро вставших на защиту нашей Родины в 1992 году. Я сердечно благодарю ветеранов за мужество, за ваш многолетний добросовестный труд и преданность делу. Каждый из вас своим неравнодушием, профессиональным и жизненным опытом продолжает укреплять авторитет милиции в обществе. Уверен, что заслуженная награда станет стимулом для дальнейших успехов в деятельности на благо нашей Апсны, подчеркнул генерал-майор Руслан Ажиба. Он также поздравил боевых друзей, пожелав ветеранам мира, добра и долгих лет жизни. Автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм с 5 патронами к нему обнаружен и изъят в результате реализации оперативной информации сотрудниками ОУР МВД Республики Абхазия совместно с сотрудниками ОУР ОВД по Ачимчирскому району при обследовании жилища Вачадзе Тенгиза Георгиевича 1975 года рождения. Автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм с 5 патронами к нему обнаружен и изъят в результате реализации оперативной информации сотрудниками УР МВД совместно с уголовным розыском Ачимчирского РОВД при обследовании жилища Вачадзе Тенгиза Георгиевича 1975 года рождения. Согласно проведенному исследованию ВКЦ МВД Республики, вышеуказанные автоматы и патроны технически исправны и пригодны для производства выстрелов. Сам же гражданин Вачадзе находился в состоянии наркотического опьянения средством метадон и веществом марихуана. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса проводит группа дознания Ачимчирского РОВД. Тенгиз Вачадзе отпущен под подписку о невыезде. Акция «Дети за безопасность на дорогах» проведена в соответствии с утвержденным планом Управлением общественной безопасности Министерства внутренних дел. Сотрудники госавтоинспекции совместно со школьниками провели профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Ребята вручали водителям памятные листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения, заботиться о безопасности пассажиров и пешеходов. За правила дорожного движения. Спасибо. Ездите аккуратно, не нарушайте. Спасибо. Спасибо. Удачи вам тоже. До свидания. В соответствии с утвержденным планом Управлением общественной безопасности Министерства внутренних дел проведена акция «Дети за безопасность на дорогах». Сотрудники госавтоинспекции района совместно со школьниками провели профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Ребята вручали водителям памятные листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения, заботиться о безопасности пассажиров и пешеходов. Спасибо. Спасибо. Акция «Не нарушаем правила дорожного движения». Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, к ответственному соблюдению правил дорожного движения, к необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Сегодня проводим акцию за безопасность дорожного движения совместно с нашими детьми. Детям с детства прививаем правила дорожного движения, чтобы они знали и соблюдали их. В ходе общения со школьниками сотрудники стимулируют их к изучению и соблюдению правил дорожного движения, опираясь на опыт ответственного поведения и социальную активность школьников. Вовлекают детей в работу по пропаганде безопасности дорожного движения, правил безопасного поведения на улицах и дорогах, повышают уровень культуры поведения на дорогах. Это прекрасно, что дети приобщаются к тому, чтобы нас, водителей, приучать к безопасности движения. Это очень хорошо. И вам огромное спасибо, что вы вот так вот как-то контроль над ними держите и приучаете их к этому с детского возраста. Дети – это самое ценное и дорогое, что есть в жизни каждого человека. В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей и подростков – одна из главных. Несомненно, велика роль всех учебных заведений в формировании безопасности проведения детей на дорогах, от детского сада до школы. И только объединив действия всех взрослых, мы сможем решить проблему безопасности наших детей на дорогах. Мы за безопасность на дорогах.
Новости культуры. Выставка скульптур Геннадия Лакоба откроется в Москве. Она пройдет в арт-пространстве «Росарио» 19 октября. В экспозиции будут представлены изделия из бронзы и мрамора, рассказала спутник дизайнера, владелец бренда «Росарио» Расида Лакоба. Я безумно рада, что самое первое арт-мероприятие, которое мы делаем, получилось таким знаковым и символичным. Для нас с Геннадием это не просто выставка, это воплощение нашей творческой страсти и любви к искусству. Нашего вдохновения формы и линии женского тела, сказала Расида Лакоба. Геннадий Лакоба – абхазский скульптор. Его работы представлены в галереях и частных коллекциях по всему миру. Туризм. Завершился 4-й международный туристический форум «Визит Апсны». Третий день прошел так же насыщенно, как и предыдущие. Участники обсудили будущее спа-отдыха в Абхазии. Гости могли попробовать на себе, что это такое. А также презентовали новое приложение для жителей и гостей республики «Вся Абхазия». Подробности у Марианы Котовой. Самым важным событием завершающего дня 4-го международного туристического форума «Визит Апсны» стала презентация приложения «Вся Абхазия». Это сервис, который объединяет максимум информации о нашей республике, но является не только информационным, но и коммуникационным. Такого в Абхазии еще не было. Оно уже есть и в App Stories, и для айфонов, и для андроидов телефонов. Все зарегистрировано, все работает. И крайне важный момент – это то, что мы взаимодействуем с силовиками Республики Абхазия и представителем МВД России в Республике Абхазия для того, чтобы поставить вопрос безопасности граждан России на территории Абхазии. Это как раз то, что чаще всего звучит в болях и в запросах со стороны приезжающих. «Ой, нет, у вас небезопасно», говорят нам. И мы-то знаем, что все это не так. И для того, чтобы этот вопрос можно было как-то снять или проработать, мы сделали такое экстренная помощь. То есть, видите, да, такое экстренная помощь. Соответственно, это будет возможность связаться, анонимно связаться с сотрудниками правоохранительных органов. Очень важный момент с МЧС, со стороны МЧС. Туристы приезжают, не регистрируются, едут в горы, едут в собственные маршруты, собственные походы, для того, чтобы они могли зарегистрироваться, показать свою локацию, предоставить возможность их потом найти или хотя бы найти их тела, в конце концов, да, что тоже немаловажно. Это будет возможность сделать через это приложение. Где пообедать, что посмотреть, оставить отзыв. Приложение позволит оценивать гостиницы и рестораны, а значит качественно расти бизнесу непосредственно под клиентский запрос. И этим приложением может быть интересно предпринимателям. У нас будет рейтинг, и его не обманешь. Это тоже хорошо, что народный рейтинг. Мы будем видеть, кого любят, кого не любят, где вкусно, где может быть не очень, где какие-то нюансы. И я думаю, что это будет не как критика воспринято, а именно как полезность и возможность меняться для туриста и для потребителя. Кроме того, приложение «Вся Абхазия» может стать полноценным юридическим путеводителем по Абхазии для желающих остаться здесь надолго. Для соотечественников мы заложили тему оформления документов. Как регистрировать ИП, как регистрировать ООО. Потому что очень многие люди спекулируют темой регистрации, то есть есть нюансы. Соответственно, мы здесь вместе с Министерством юстиции просвещаем людей, рассказываем как раз о том, что все намного проще, что можно зарегистрироваться, что как можно получить разрешение на работу, как оформить ВНЖ, как оформить гражданство и почему можно оформить, и что будет, если оформлять гражданство за деньги где-то у левых там людей. То есть вот я считаю, что это очень здорово, видите, как получить ВНЖ и так дальше. Я считаю, что это очень здорово, потому что это позволит и тем, кто живет здесь, что тоже немаловажно, не только тем, кто приезжает, а тем, кто живет. Он выбрал эту страну для места жительства. Нормально оформиться, платить налоги, нормально здесь существовать, и никто к нему не будет приходить и рассказывать там что-то, какие-то сказки. В третий день форума много времени посвятили развитию спа-отдыха в Абхазии. Фирмы, специализирующиеся на продаже спа-косметики, провели мастер-классы. Можно как превентивную меру использовать, когда в коже достаточное количество клеток, которые отвечают за защитные функции нашего организма, наш загар ложится ровнее, свободных радикалов появляется меньше, и кожа наша не теряет свой привлекательный внешний вид, а главное, она не теряет свою защитную функцию. Своих клиентов нашли и компании, занимающиеся высокими технологиями, например, робототехникой. Возможно, в скором времени в ресторанах Абхазии гостей наряду с официантами будут обслуживать и роботы.
Ну, допустим, вы сидите в ресторане, вот, и наш робот, один из роботов, официант, он вывозит блюда красиво, он может под музыку поздравить, даже тортик вывести. Очень любят дети, то есть они прям заказывают еще там мороженое, пирожное, лишь бы только котик еще наш выехал еще раз. Вот, то есть, в принципе, люди запоминают, они даже если однажды где-то увидели, они «хочу себе тоже». Главным итогом форума стало создание Международного туристического альянса и уже даже начало реализации межгосударственных проектов в области туризма. Ну, наверное, самый большой конкретный ощутимый результат. Мы вчера подписали соглашение, мы создали Международный туристический альянс Абхазия, Сочи, Крым. Будем создавать такое удобное пространство для туристов, решать, наверное, совместные какие-то вопросы, которые мы можем. И вот уже начало положено. И, например, и с Крымом вчера переговоры были по поводу в администрации Сухума, по поводу кометы, которая будет курсировать из Ялты в Сухум. То есть процессы такие уже идут. Кроме того, было решено и впредь в рамках Международного туристического форума «Визит Апсны» проводить выставки производителей и дистрибьюторов продукции, необходимой в гостиничном и ресторанном бизнесе. Марьяна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. Спорт. Никита Симонян награжден медалью Льва Яшина. Министр спорта России Олег Матыцын наградил медалью имени Льва Яшина олимпийского чемпиона, первого вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна. 12 октября Симоняну исполнилось 97 лет. Медалью Льва Яшина награждаются спортсмены за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. 19 октября в Сухуме стартует любительский турнир по мини-футболу среди команд министерств и ведомств Абхазии. В турнире примут участие 18 команд, которые по итогам слепой жеребьевки были разбиты на 6 групп по 3 команды, сообщает Госкомспорт. Все матчи будут проходить на мини-футбольном поле по улице Генерала Дбара рядом с бассейном. Открытие турнира 19 октября в 18:00. Затем состоятся 6 матчей турнира. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 19 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь разной интенсивности, местами с градом, гроза. В горах мокрый снег, атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 11-16, температура морской воды плюс 21, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.